Я хочу обратиться к гражданам Республики Ингушетия от своего имени. Думаю, что от имени многих людей, которые болеют и переживают за все происходящее в нашей республике. В протестном движении, так называемом протестном движении, хотя мне кажется, это фраза, может, не совсем подходящая, я где-то с 2005 года, наверное, впервые мы в конце 2005-2006 с Мусой Мальсаговым, Магомедом Муцольговым, в нашей команде был Руслан Бадалов, чеченский активист, правозащитник. Мы создали Координационный совет неправительственных организаций, который реагировал на все очень острые и злободневные вопросы, происходящие в республике. А вы помните то время? Бессудные казни, исчезновение людей и прочее, прочее, прочее. Потом невольно я влился в команду Магомеда Евлоева, Макшариpa Аушева, Султангирея Хашигульгова. Это очень мощный был всплеск гражданской активности в республике. Мы проводили митинги. Один самый яркий, конечно, был в 2008 году, в январе, в конце января. Попробовали мы и дубинки, и много чего там пришлось нам. Ребят хотели посадить, им хотели привязать экстремизм и так далее, но по воле Аллаха все обошлось. Но, кстати, позже Гейдар Джамаль в одной из своих интервью, это позже, после Болотной, он сказал, что Болотная началась не здесь, не в Москве. Болотная началась в Ингушетии в январе 2008 года. Потеряли мы многих наших ребят: Магомеда Евлоева, Макшариpa Аушева, Султангирея Хашигульгова. Мой товарищ сейчас осужден, Магомед Хазбиев, мужественный, молодой, дерзкий, невозмутимый и бесстрашный. Я думаю, этот человек еще проявит себя. Яркая личность. У нас много ярких людей, ярких представителей нашего народа. Абадиев Идрис, Сараждин Султыгов, ряд других патриотов. Я сейчас послушал доклад Тима Кирова по поводу блокировки сайтов в Саудовской Аравии. Пришел к выводу, что именно примерно такого рода схема применяется и к сайту Ингушетия.ру. Сайт Ингушетия.ру был создан в 2001 году мною для того, чтобы хоть немного осветить ситуацию в республике. У нас в республике действовали только государственные СМИ. 2 газеты, 1 государственное телевидение и несколько районных маленьких средств массовой информации. Больше никаких таких средств СМИ, которые могли бы освещать ситуацию, говорить о культуре, традициях народа Ингушетии, у нас не было. С самого момента создания сайта мы придерживались только политики объективности. Если хорошее что-то происходит, писали о хорошем, если плохое, писали о плохом, но все отображали так, как реально то, что происходит в нашей республике. И сами того не ожидая, в плане, когда я создавался сайт, у нас не было планов сделать из него таким посещаемым ресурсом. Хотели его сделать таким обычным сайтом, который отображал ситуацию, но
С самого момента мы стали активно популярным сайтом и охватили почти 30-40% населения Ингушетии, потому что не только через интернет смотрели люди распечатывали материалы и распространяли их на бумаге. Начиная с 2003 года, я человек, который не имел никакого отношения ни к правозащитной деятельности, ни к политике, я занимался юридической компанией. И вот начиная с 2003 года я на себя начал ощущать, что говорить правду в стране и говорить правду о ситуации, это чревато преследованием, проблемами для бизнеса, для всего. И все это с 2003 года началось преследованием и меня, и начали преследовать и сайт, обвинять в разжигании межнациональной розни, в разжигании публикации экстремистских материалов. В течение 2-3 лет были возбуждены около 8 уголовных дел против меня и против тех, кто работал с сайтом. У нас и так журналистов нет. Был один сотрудник, который считался журналистом. Его двор 2 раза закидывали гранатами, обстреливали его дом. Были другие моменты. Ну и судебные иски, само собой, начались в 2004-2005. Были иски о закрытии сайта, о прекращении его вещания на территории Ингушетии. То есть первый раз вопрос о фильтрации IP-адреса сайта был поднят по всей России, я думаю, на территории Ингушетии. В 2007 году в ноябре Министерство внутренних дел Ингушетии обязало, не на основе закона или какого-либо судебного решения, просто обязало всех провайдеров, 3 интернет-провайдеров, которые действуют на территории Ингушетии, заблокировать доступ к сайту Ингушетия.ру, что и было сделано ими. После введения блокировки у нас посещаемость по Ингушетии увеличилась в 2 раза. То есть они нам сделали хорошую рекламу и люди научились обходить блокировки с помощью анонимайзера, начали покупать фирмы, спутниковые фирмы, интернет предоставляющие доступ, эти фирмы разбогатели в течение 1 месяца, потому что были куплены около 2000 тарелок спутниковых для подключения к интернету. Прокуратура Ингушетии продолжила борьбу с сайтом, и чтобы узаконить введенную блокировку местными провайдерами, добилась через местный суд, Назрановский районный суд, добилась вынесения судебных решений об ограничении доступа к нашему сайту. Эти судебные решения были вынесены тайно, без участия представителя нашего сайта, без представителя редакции. Был какой-то момент, мы думали, что судебные органы взяли нашу позицию, потому что Верховный суд России отклонил 2 жалобы ингушского прокурора о закрытии сайта. Однако прокуратура Ингушетии предъявила иск по месту моего жительства в Москве, Кунцевский район Москвы, и неделю назад Кунцевский районный суд вынес решение о закрытии сайта Ингушетия.ру. Кунцевский районный суд Москвы. Решение пока не вступило в силу, мы его обжаловали, но учитывая, как себя ведут прокуроры нагло и как себя ведут судебные органы, которые почему-то очень боятся и зависимы от прокуратуры, то мне кажется, что решение вступит в силу о закрытии сайта Ингушетия.ру. И в Ингушетии, и те, кто знает сайт, кто его смотрит, это огромная аудитория, они все прекрасно понимают, что преследование сайта идет только по политическим мотивам, за то, что он представляет и оппозиционные силы, и он поднимает проблемы, говорит правду и абсолютно не подконтролен местной власти. Порядку прямо время, место, где это все произошло? Вчера меня вызвали в правительстве, так? Угу. И там назначили по ФСБ, по Ингушетии, назначили нового начальника отдела. Там был парень, Миша его звали, я фамилию не помню. Отдела чего? Я, извините, буду вас перебивать так для уточнения. Отдел по политическим, Отдел по борьбе с экстремизмом ФСБ, да? Да. Меня останавливают, сразу же подвигают, сразу останавливают. А что за люди? Что за форма была? Я говорил вам, что люди в масках. Так, в масках, там, в оперативной форме, с оружием. А БТР, хоть какие опознавательные знаки на них были? БТР, ни на одной из этих единиц, ни на БТРах, ни на УАЗнике, ни на Газели не были знаки опознавательные. Ни МВД, ни ВВ, ничего, да? Ничего абсолютно не было. Интересно. Эти БТРы были интересные, такие, цветом хаски, обычно редко бывает там.
То есть, скажем так, нетипичного для тех же военных в этом регионе цвета, да? Да. УАЗик, вот, сотрудники ГАИ мне сказали, что это УАЗика магазин, который там блокировала связь. Такого УАЗика они не видели там. То есть такая техника не принадлежит, например, ФСБ. Приветствую гостя в эфире «Дождя». Это Магомед Хазбиев, ингушский оппозиционер. Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, по порядку. Недавно в Ингушетии проходил первый Кавказский форум правозащитников. Мы о нем рассказывали в эфире «Дождя». Насколько я знаю, при поддержке властей даже Ингушетии проводилось, в чем помогали, да. И в мае то же самое будет в Дагестане. А сейчас кавказские правозащитники сегодня в Москве проводят конференцию. И название такое впечатляющее «Хватит мочить Кавказ». Ну, тут, конечно, по аналогии с «Хватит кормить Кавказ», может быть, какие-то аналогии есть. Расскажите, откуда название, в чем суть конференции? После проведения Кавказского форума, первый Кавказский форум состоялся в Ингушетии, куда уезжала известная правозащитница Алексеева, которая поддержала этот форум, и объединили все северокавказские правозащитники против похищений, против несудебных казней, против террора, беспредела силовиков, который происходит на Северном Кавказе. После всего этого на второй день в Ингушетии пропал человек. Потом еще одного похитили, другого, и по всему Северному Кавказу людей дальше начали продолжать похищать. И последнее из таких похищений – это похищение Рустама Аушева, который был похищен в Минводах. Он должен был сесть на поезд в ЖД-вокзале, откуда его забрали. Были видеосъемки, родственникам их не предоставили, они их видели, но после чего они пропали. И полностью следствию не дают ход и силовые структуры, и, как говорят родственники, силовые структуры и республики, и наши чиновники, так можно сказать. Давайте говорить так по порядку. Можно ли говорить о том, что где-то на Северном Кавказе каждый день в разных районах пропадает по человеку, его похищают? Или вы связываете, или вот ситуация обострилась именно после этого форума, и вы связываете эти Нет, события? почему там люди пропадают, они и до форума пропадали, они и после форума пропадают. Вы говорите, что на следующий день форум был о чем? О том, что люди должны объединиться, там глава республики сам поддержал, говорит, да, похищают, плохо, и там же на форуме сказал, что к похищениям причастны спецслужбы, да? Но, несмотря на это, люди дальше продолжают пропадать. После чего уголовные дела заводятся, если люди, практически уголовное дело не заводится. Люди приходят в прокуратуру, где им говорят, идите домой. После чего через час, через два приезжают люди в масках и говорят, вы приходили в прокуратуру, да, если еще раз придете, то у вас пропадет и оставшиеся дети пропадут. Практически многие из людей не обращаются в прокуратуру, смысла нет, потому что все это взаимосвязано. Это мафиозный спрут, какая-то террористическая организация, где все взаимосвязаны, и прокуратура, и суды, и чиновники, и парламент, и глава республики, все они взаимосвязаны, но почему они это делают и что это цель, это нам непонятно. Они этим, конечно, настраивают народ против себя, конечно, этим они настраивают жителей Кавказа против федерального центра, но цель ясна. Пару отморозков хотят получить звание Героя России, получить побрякушки, получить звание генералов, майоров. Конечно, это очень большие деньги, которые отмываются. Это грязные контртеррористические деньги, которые выделяются миллиарды ежегодно. Чтобы их отмывать, конечно, нужны жертвы. А чтобы эти террористы были, они их рекрутируют. Когда ты убиваешь брата, когда ты убиваешь сестру, отца при спецоперациях, конечно же, там другой менталитет, там другие народы. Брат за брата берет оружие и выходит. И это уже готовый террорист. То есть такая полуобстановку почти войны, ее кому-то выгодно поддерживать. Это делается сознательно. И вы просто прям выдвигаете предположение, что это может быть и руководство республики в том числе. Нет, я не предполагаю, я уверен в том, что если руководство республики изъявит желание остановить все, то это остановится. Там все взаимосвязаны. Кто-то ворует бюджет, распиливает его, кто-то убивает. Все они взаимосвязаны. И говорят, вы воруете, да, твоя семейка ворует, твои братья замешаны в коррупции, да, воруйте дальше, мы здесь будем деньги делать, вы там делаете деньги. Они все взаимосвязаны. За Владимира Путина на прошедших президентских выборах в Ингушетии проголосовало более 90% граждан. Как вы считаете, почему люди голосуют за действующие власти, если правоохранительные органы, законные представители, да, этих властей не в состоянии их защитить, по вашим словам, и если это явление действительно настолько массовое? Почти каждую семью коснулось горе. Так как Ингушетия, она очень маленькая, так как практически все ингуши взаимосвязаны родственными узами, если коснулось
кого-то, значит, это коснулось очень многих. Поэтому вот эта ложь, которую нам преподносят и говорят, что там 99 и 100% за них голосуют, это ложь. На бывших декабрьских выборах 4 декабря у нас были наблюдатели. Меркел, это альтернативный парламент Ингушетии, который возобновил свою деятельность, выдвинул 99 наблюдателей. Им были выданы пресс-карты «Новой газеты». С утра, с 9 часов их начали задерживать. Потом начали их отпускать после того, когда и «Эхо Москвы», независимые газеты, журналы, радио, телевидение начали шуметь. Их быстро отпустили, но к 8 вечера их всех выгнали. Им не дали и протоколы, им ничего не дали, их выгнали, но по подсчетам нашим явка была от 7 до 10% максимум. Другой явки не было, и нету этой явки там. На чью поддержку вы рассчитываете? Вот вы приехали в Москву. Если это не поддержка федеральных властей, то чья тогда? Поддержка в каком смысле? Чтобы вам помогли, чтобы эта ситуация как-то прекратилась, если руководство республики не реагирует на ваше обращение? Знаете, с 2007 года, не рассчитывая ни на чью поддержку, мы говорим о том, что происходит у нас в республике. Ныне покойный Макшарип Аушев возглавил оргкомитет по проведению ингушского общенационального митинга против похищений, против коррупции, против беспредела, который творится, который убит. Его нет живых. Также наш коллега и соратник Магомед Юлоев, который возглавлял независимый интернет-ресурс Ингушетия.ру, его тоже убили. Убивают, нас стреляют, но несмотря на это мы будем бороться, мы будем говорить. Мы ни на что не рассчитываем. Мы знаем, что все это взаимосвязано, что вся эта выстроена вертикаль власти, и каким образом и как бороться с ними, и что с ними делать, мы не знаем. Мы боремся, мы говорим, мы уводим людей на улицы, мы пикетируем, мы делаем митинги, мы делаем в Москве пресс-конференции, мы говорим о том, что там плохо. Вот мы 5 лет говорили о том, что назначать нельзя, нам нужны выборы губернатора, но посмотрите, в Москве вышли за раз на Болотную, на Сахарова, уже смогли. Уже мы 5 лет не смогли, а здесь в Москве вышли 100 тысяч и смогли добиться. Конечно же, здесь должны выходить люди. Конечно же, не мы там одни должны бороться. Конечно же, здесь, когда люди выходят, конечно же, здесь, когда сотни тысяч уходят, у них это лучше получить, чем у нас. И вот все вместе объединившись, вот это общество, как мы назвали в Кремле его, лучшее общество нашей страны, да, которое вышло на Болотную. Поэтому вот это лучшее общество, если оно будет стараться, если оно будет говорить белое-белое, будет называть вещи своими именами и будет добиваться того, чтобы законодатели в первую очередь служили закону, чтобы те, кто сидят в Кремле, наши слуги, да, мы работодатели, чтобы они работали, если их будут заставлять, то тогда, конечно, все будет в порядке. Смотрите, моим коллегам рабочие, которые где-то месяц назад, за месяц до президентских выборов, ехали на поезде на митинг в Екатеринбург в поддержку Путина. Такой назывался большой митинг, очень многих приглашали, скажем так, из соседних городов. И они ехали и рассказывали, что вот мы сами не знаем, но говорят, что есть такой Навальный, есть такие блогеры, какие-то блогеры. Вот они нас ненавидят. Мы такое слышали, вот так вот они рассказывали. Вот вопрос в этой связи. Если говорить о людях на Кавказе, в Ингушетии, что они знают вообще про вот события последних месяцев в Москве, в частности, в крупных других российских городах, про вот эти выступления? Потому что, поймите, что и в Екатеринбурге, и в Москве люди, конечно, не борются вот так за свою именно жизнь. Там вопрос не идет так остро, как у вас, о жизни и смерти. Это немножко другая ситуация. Что они знают об этом, что они думают, знают ли они вот эти фигуры достаточно новые, скажем так? Знаете, общество в Ингушетии, я постоянно говорил об этом, на Северном Кавказе общество, именно Ингушетия, показывает, как демократическим образом нужно бороться с этой властью. И это показывает она не первый день. Это уже с 2007 года продолжается. Мне понравилось последнее вот выступление, недавно было политолога Гайдара Джамаля, который сказал, Болотная и Сахарова – это хвостаты того, что началось в Ингушетии. Ингушетия первая начала, Ингушетия первая показала, что нужно бороться и как нужно выходить. Конечно же, люди следят за всем. Конечно же, люди активно следят за ситуацией политической в нашей стране. Конечно же, от этого и зависит наше будущее. Здесь люди вышли после того, как их обманули, проголосовав за них. А там их уже 10 лет убивают. Каждый день убивают и похищают. И они борются, они выходят, они говорят, но их не слышат. А здесь услышат. И люди это увидели. И с первого дня, и на Сахарова, и на Болотной, и шествие, которое было
Я принимал активное участие. Я также являюсь председателем незарегистрированной партии «Парнас». Я возглавляю региональное отделение по республике Ингушетия. Я в близких отношениях с Рыжковым, с другими ребятами. Я и лозунг «Россия без Путина», который держали Рыжков, Немцов. Я стоял рядом с Рыжковым и держал этот лозунг. И, конечно, мы принимаем активное участие. Десятки ингушских флагов держали в руках ребята, которые шли сзади нас на этом шествии. Конечно, мы принимаем активное участие. От этого зависит также судьба ингушского народа. Ведь мы единый организм, единая целая страна, мы в составе этой страны. Спасибо, Магомед. Магомед Хазбиев, представитель ингушской оппозиции, был в эфире «Дождя». 4 октября в Магасе, столице Ингушетии, прозвучали выстрелы. Здесь на митинг собрались тысячи людей. Почему и против чего протестует ингушский народ? 26 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подписали соглашение об установлении границы между республиками. Этот договор должен был окончательно урегулировать территориальный спор между двумя народами, который тянется еще с советских времен. 4 октября и Рамзан Кадыров, и Юнусбек Евкуров подписали аналогичные законы об установлении границы между двумя республиками. Они должны были вступить в силу через 10 дней после публикации. О том, что готовится официальное утверждение административной границы, стало известно в конце августа, и уже тогда ситуация начала накаляться. В Ингушетии помнили, как в 2013-м Рамзан Кадыров подписал закон, по которому ряд населенных пунктов Сунжинского района Ингушетии должны перейти под юрисдикцию Чечни, а позже потребовал включить в состав Сунжинского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Кроме того, на фоне слухов о разделе территорий, чеченская сторона затеяла строительство дороги на границе с Ингушетией. Несмотря ни на что, волнения перекинулись на столичный Магас, где утром на въезде в город собралось несколько сотен человек. Позже участники стихийного. 4 октября Республиканский конституционный суд постановил, что вопрос о границе может решить только референдум, но не народное собрание. На утро 4 октября в Магасе стоял уже многотысячный митинг. В протестных телеграм-каналах его численность оценивали в 10 тысяч. Республиканское МВД насчитало 2000. К народу вышли 5 депутатов, заявивших, что 15 из 24 депутатов проголосовали против соглашений. Митинг продолжился и 5 октября. Его участниками была объявлена бессрочная забастовка. Протестующие провели на площади в Магасе пятничный намаз. Возможно, доверие к властям Ингушетии было бы куда больше, если бы соглашение готовилось гласно и принималось бы на референдуме. Но подготовка договора прошла кулуарно, в обстановке секретности. А процессы подписания и ратификации были так ускорены, что люди начали подозревать. Опьяненные властью, безнаказанностью, вседозволенностью, наша власть, к сожалению, ведет к тому, что будущее у нас неприглядное, к сожалению. Хотя, в сущности, и Всевышним, и людьми
власть призвана для того, чтобы созидать, чтобы создавать полноценные условия для нас, для граждан. В канун 26 марта я выступал с обращением, призывал всех выйти на митинг и ни в коей мере не отказываюсь от того, что говорил тогда, а сейчас хочу еще добавить. То, что происходит в нашей республике, это показатель, наглядный показатель того, что происходит в России. Нас хотят лишить права голоса, не спрашивая нас, нарушая Конституцию и Республики Ингушетия, и Российскую Конституцию, законы. От нас отторгли часть земли, значительную часть земли, не спрашивая нас. Сейчас хотят принять узаконить свое беззаконие. Для того, чтобы узаконить свое беззаконие, все идет к тому, что хотят принять изменения, внести изменения в Конституцию. То, что нам даже не дают права избирать себе главу, нас уже здесь лишили элементарного конституционного права, права выбора. Очень странно все происходит. Дело в том, что это же когда-то должно иметь конец. Русская пословица говорит: «Сколь веревочка не веся, конец будет». А наш народ уже не остановить. Ингуши в истории своей себя показали. Со времен источников, всех доступных источников, со времен Чингисхана, Темирлана и современной Российской империи, ингуши всегда были свободными людьми, были достойными гражданами общества. И внутри своего общества, и среди кавказских народов, которые близки им и по духу, и по крови.